Сегодня чудесный день, чудесная погода, аллилуйя. И Господь творит, написано, все новое. Интересно, каждый день все новое. Вчера было одно, но от вчерашнего уже прошло. Аминь. Сегодня все новое. Знаете, Бог хочет, чтобы мы тоже каждый день познавали Его. Он всегда, Он не одинаковый. Аминь. Слава Господу. И, знаете, давно в моем сердце Господь вложил говорить об именах Господа. Давным-давно, но наконец-то сегодня, в эти дни у меня появилась возможность, и это я как переварил, что ли. И слава Богу, давайте будем вместе принимать, что ли, вот этот свежий манну с небес. Аминь. Аминь. Скажите слава Господу. Знаете, Бог, Он многогранен. Бог, знаете, мы в вечности всю вечность будем познавать Господа. Аминь. Он как бриллиант, который огранен мириадами, наверное, разных красок, оттенков, как этот мир, он многообразный. Аминь. И мы познаем Господа. Мы в полноте никогда не сможем Его познать. Мы будем всю вечность Его познавать. Аминь. И знаете, я думаю, каждое имя Господа, оно отражает какую-то Его грань. Аминь. И ни один человек, наверное, не скажет: я в полноте познал Господа. Аминь. Но мы, знаете, потихонечку будем все больше и больше приближаемся к Нему. И Бог через свое откровение открывается в нас. Аминь. И имена Господа, они отражают отдельный его характер, Его святость, Его любовь и так далее, и так далее, и так далее. Аминь. Я думаю, сколько в мире положительного, столько и имен Господа на самом деле. Потому что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть. И мы можем продолжать. Знаете, и я думаю, в Библии то, что описаны эти имена, это наверное, основное, но оно продолжается. И мы можем познавать Господа в самых таких неожиданных моментах даже. И с этой стороны Бог откроется тебе таким образом. И это твое личное. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте откроем местописание, Исход 3 главу, 14 стих. 14 стих. И Бог пришел к Моисею, помните, там он был в пустыне, и был горящий куст. Куст горел, но не сгорал. И Моисей удивился, и Бог явился в этом кусте. Интересно, Господь, Он иногда в кусте может быть какое-то время. Бог, Он очень таинственный, необычный. Знаете, мы люди очень обычные. Я бы на месте Бога пришел бы как человек. Знаете, Бог необычным образом приходит всегда. И мы удивляемся. Аминь. Когда я впервые встретился с Господом, это было совершенно вообще необычно. Аминь. И Бог пришел к Моисею в горячем кусте. И там произошел разговор Моисея с Богом. Бог сказал: сними обувь с ног твоих, потому что земля святая. Сними обувь. И потом Бог сказал Моисею: иди, выведи мой народ из рабства, И Моисей там начал сопротивляться. Но знаете, бесполезно с Богом сопротивляться. Когда он настаивает на своем, он победит. Лучше нам сразу сдаться. Но Моисей некоторое время сопротивлялся, но Бог настоял на своем. Знаете, Бог очень требовательный. Аминь. И потом Моисей: ладно, говорит, сдаюсь. Я приду к своему народу. Что мне сказать? Как тебя звать?
что мне сказать народу? И Бог сказал, давайте прочитаем Исход 3 глава, 14 стих. Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам». Иегова сущий. Евреи, знаете, это из 4 букв состоит еврейских, и они даже не смеют произносить это имени. Сущий. В Бытие 1 главе, 1 стихе написано, что Бог сотворил небо и землю. Да? Вначале Бог сотворил небо и землю. Бог там стоит во множественном числе. Элохим. И не единственное число. И мы знаем, что это опять-таки указывает, что Бог, Он триединый, да? И в основном Бог, Теос по-гречески, да? Элохим указывает как бы в основном как бы на творение, но на Бога как Творца. Но Иегова, и знаете, мы учились в школе, в университете, да? И Бог, Он одновременно и трансцендентный, то есть то, что невозможно понять, как бы Он своим умом, Он сверх нашего разума. Но одновременно Он имманентный, то есть Он близкий очень. Он ближе, чем наше дыхание даже. Он в наших мыслях, он знает все наши помыслы совершенно. Он даже знает, о чем мы думаем, Он знает помыслы нашего сердца. Он очень близкий одновременно. Одновременно мы Его будем познавать. Он трансцендентный. Но с другой стороны, Он имманент, Он близкий. И вот слово Иегова, он в основном означает то, как Бог, Он близок к нам. И поэтому часто в Библии там встречается Иегова, Иры, например. То есть Бог как бы говорит: я близок, и я смотрю, усматриваю все твое, как бы твою жизнь. Я Бог, который смотрит, и Бог, усматривающий все в твоей жизни. Он близкий, имманентный. Аминь. И Иегова, сущий. Теперь смотрите, вот что интересно получается. Вот мы живем, да? И мы можем жить вообще как бы без Бога. Знаете, мы можем делать разные дела, но в этом нету сущности. Вот такие, и я думаю, чаще всего мы вот так и живем. Мы люди, наша природа земная, она вот так нас вниз к земле притягивает, и мы довольно земные, и мы делаем какие-то много-много дел, и Екклесиаст говорит: суета, 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 сует. Помните, да, Соломон, он говорил: все суета. Вроде бы ты что-то делаешь, но в сущности там ничего, пустота. На самом деле без Бога все пустота. И в конце концов и Екклесиаст говорит: все суета, выслушаем же сущность всего. Да? Бойся Господа и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. То есть Екклесиаст говорит: вот Бог, вот это и есть сущность всего. Аминь. И Бог говорит: я есмь. Я есмь. Я всегда есть. Вот когда мы сейчас сидим, Он говорит: я есмь. Он есть. И Он является сущностью всех твоих. Хочет, не то, что есть, Он хочет, чтобы Он стал сущностью всего тебя, всех твоих дел. Аминь. Аминь. Вот в любой профессии мы все что-то делаем, да? Кто-то что-то делает. Ты водитель, например. Или ты там музыкант. Знаете, великие композиторы Бетховен, Моцарт, многие из них составляли свои произведения и тем самым поклонялись Господу. Я удивился вчера, оказывается, я тоже, Моцарт в 4 года, он уже такие произведения играл.
И знаете, в этом Бог был. Потому что, и поэтому они до сих пор, вот, да, до сих пор, какое влияние вот эти вот произведения до сих пор считаются великими. Аминь. Почему? Потому что все они верующие были. И я верю, вот в их музыке вот проявляется эта божественность. Аминь. Аминь. Также касается любой твоей профессии. И ты задайся вопросом, и я задаюсь вопросом, есть ли в этом Бог? Или это просто суета? Даже если ты бухгалтер, ты считаешь все там балансы всякие, там пассив, там актив. Да, в этом Бог может быть. Аминь. В любой твоей профессии, все, что создал Бог человека. Для чего? Чтобы мы, в конце концов, проявили вот этот божественный замысел. Божественный замысел. Бог есть Бог замысла. Бог есть Бог, который имеет свой план. Бог не просто что-то хаотичное. Бог есть Бог порядка, написано, да? Аминь. И у него есть замысел. Аминь. Аминь. И помните молитву «Отче наш», да? «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это как замысел, это как план такой, да? И что-то в этом есть, чтобы этот план осуществился, что-то практичное должно быть. И тогда он говорит: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Вот это вот, когда он как бы показывает план и надежду. Вера есть осуществление ожидаемое и уверенность невидимая. Да? Другой перевод говорит, что вера есть осуществление того, что ты надеешься. Надежда, она как видит, она далеко смотрит. Это как план, генеральный план. Это как, когда строят здание, например, есть генеральный план, да? А вера, она что делает? Она начинает осуществлять. Аминь. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Это как генеральный план. Да придет царствие Твое. Аминь. Но есть что-то практичное, чтобы вот этот план осуществился. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это что-то реальное, что мы должны делать. И сегодня мы будем принимать хлебопреломление. И это опять-таки указывает на вот этот божественный замысел. Аминь. Слава Господу. Смотрите, Бог есть сущность всего. Он сущий. Он, можно сказать, Он имя существительное. Он имя существительное. И я вчера читал книгу. И что такое помазание, например, да? Помазание. Кто-нибудь может ответить помазание? Что такое? Какое это глагол или что это? Или существительное? Существительное. Причем отглагольное существительное. То есть глагол, который превратился в существительное. Помазание. Мазать – это глагол, но помазание – это существительное. Аминь. И Бог есть вот все твои действия, все твои какие-то вот усилия, в этом должна быть сущность. Аминь. Слава Господу. Все положительное в нашей жизни, в этом должен быть Бог. К этому мы должны стремиться. Это извечный план, извечный замысел Божий. Аминь. И поэтому Он сказал: «Я есть им сущий». Первый раз Он ответил на прямой вопрос, да? Как тебе имя? Я есть сущий, я сущность всего. Аминь. Конечно, Он не сущность всего зла. Вот как есть со знаком плюс, вот точно так же есть со знаком минус. Конечно, минус это кто? Я думаю, дьявол со знаком минус, сатана, зло, тьма. Это Бог не тьма, Бог есть свет. Аминь. Аминь или не аминь? Аллилуйя. Знаете, я думаю, сущность, она связана с чем-то реальным. Это что-то реальное. Когда мы все пришли к Богу, да, мы
вдруг начали читать Библию, мы пришли в церковь. Когда я пришел в церковь, что-то внутри меня сказало, вот тут что-то есть. Тут не просто так там, ну, люди танцуют, за всеми этими проповедью, танцев что-то есть. И это зацепило меня. У вас были такие ощущения? И до сих пор это есть. Или, например, мы берем Библию, да? И говорим, ну я хоть и не понимаю до конца вот Библию, но я знаю, что здесь истина. Здесь истина. Аминь. Разве такого нету? Я думаю, у всех это есть. Что это такое? Это дух истины, который говорит в твое сердце, говорит, вот здесь читай, изучай, исследуй. Вот они глаголы жизни, вот она истина здесь. Аминь. Я первый раз, когда начал читать, первую от Матфея, вторую, третью, четвертую, дошел до пятой, и Нагорная проповедь началась. И вдруг что-то меня вспыхнуло внутри. Вот она же, вот она, что я искал, всю жизнь искал. Я был довольно ищущим человеком. Знаете, я и в восточных религиях я тоже был. Знаете, дьявол, он очень любит копировать. Он попугай, который копирует просто. Он делает копии. И там тоже есть призывание. Я думаю, многие из вас поймут, о чем я. Там тоже не призывают. Но не того Бога призывают. Но когда мы все призвали, сказали, Господь Иисус, я призываю Твое имя. Вот. Господь Иисус и пришел в нашу жизнь. Аминь. Аминь. И это вторая часть, я потом расскажу проповеди, что вот есть имена Господа. Но если также не просто мы должны знать имена Господа, мы должны призвать эти имена. Аминь. Когда меня зовут по имени, ты приходишь, аминь. Аллилуйя. Бытие 1:1, Элохим, да? Первый раз указывается. Я сказал, что это во множественном числе. Эллах – это единственное число. Но там Элохим в оригинале. То есть это множественное число. И указывает на множественное, что Бог, Он три личности, да? Три личности, Он одновременно единый Бог. Аллилуйя. Не три Бога, но один Бог. Аминь. Слава Господу. И, знаете, я в основном хочу делать акцент, что Иегова, насколько Он близок к нам. Да, Он Творец, да, Он тот сотворил всю Вселенную, но Он тот, кто хочет стать близким для нас. Близким. Насколько ты ощущаешь и переживаешь Господа. Аминь. Чтобы ты все это переживал Его в своем сердце. Аллилуйя. Давайте я просто некоторые места Писания дам. Бытие 22:14 написано, что Господь усмотрит. Сейчас откроем. Бытие 22:14. Так. Смотрите, и Бог, Он сказал Аврааму, иди возьми сына своего, единственного своего, да, и на одной из гор, которые я тебе укажу, ты там принеси его во всесожжение. И это прообраз того, как Иисус тоже Бог Отец взял своего Сына, и Иисус, Он был распят за нас. И давайте прочитаем с 13 стиха. «И возвел Авраам очи свои, и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего.
А, «И нарек Авраам имя место тому Иегова Ири, потому и ныне говорится на горе Иеговы усмотрится». Аллилуйя. На горе Бог усмотрит, Господь усмотрит. Бог усмотрит. Если какие-то у тебя есть проблемы, начинай говорить: Господь, Ты Иегова Ири. Начинай его прославлять. Господь, Ты Иегова Ири. Иегова Ири. Господь, тот, кто усматриваешь. Ты усмотришь все. И тебе кажется, ничего невозможно. А ты говоришь: Господь, Ты Иегова Ири. Ты Иегова Ири, Иегова Ири, Иегова Ири. И ты провозглашаешь Его имя. Ты призываешь Его имя. Ты призываешь Бога как и тот, кто усматривает. Бог тот, кто смотрит. Он знает. Он усмотрит. Тебе кажется, что ничего не получится, но Бог усмотрит. Бог усмотрит решение твоей проблемы. Аминь. Неужели Он Бог, который Вселенную сотворил, галактики, так одним словом? Неужели Он твою проблему, вот наша проблема, ну, это атом вообще, по сравнению с тем, что насколько Он всемогущий. Аминь. Но наше дело призывать Его имя, призывай Его. Говори: Иегова Ири, Господь усмотрит, Он усмотрит, Он усмотрит. Господь, Ты видишь мою проблему, Ты усмотришь, Ты Иегова Ири, Ты Иегова Ири. И ты ходишь, и ты призываешь. И знаете, Бог придет. Аминь. Господь придет. Вот я по своей, вот всякий раз, когда я призываю Господа, Бог приходит и решает мою проблему. Вот что удивительно. Удивительным образом, как-то я сам удивляюсь каждый раз. Каждый раз, когда приходит какая-то проблема, я начинаю призывать: Господь, Господь, приди, приди. И Бог как-то так все обустраивает. И причем Он как-то, знаете, он джентльмен, который не говорит: вот он, вот посмотри, вот я какой сильный. Он это делает каким-то таким образом, что потом ты думаешь: ух ты, классно. Ну и одновременно думаешь: а может это совпадение? Может это совпадение? Бог, Он джентльмен, Он не выпячивает себя. Он одновременно и скрытный, как я говорил, что Он трансцендентный, одновременно и имманентный. Он близкий, Он тут же отвечает тебе. Это удивительно просто. Аминь. Аминь. Призывайте Его имя. Когда вот ты думаешь: как это может быть? Невозможно. Ты говоришь: Иегова Ири. Иегова Ири. Есть песня такая: Иегова Ири. Господь усмотрит, благодати хватит для меня. Да? Иегова Ири. И ты можешь прославлять Его, призывать Его имя таким образом. Аминь. Давайте еще одно вот классное такое, Исход 17:15. Исход 17:15. Ага. Там была война между амаликитянами, кажется, да? Да, амаликитянами и израильтянами. И когда там Моисей поднимал руку, Израиль побеждал. Когда ты поднимаешь руку, это значит, ты сдаешься перед Господом. Господь, вот я Тебе молюсь, я Тебе поднимаю руки. До тех пор, пока у тебя руки подняты, поднимай всегда руки. Я не говорю, может, даже и физически. Это что значит? Ты направлен на Господа. Аминь. До тех пор, пока ты поднимаешь руки, ты будешь побеждать дьявола. Аминь. Ты будешь побеждать своих врагов. Но как только ты опускаешь руки, как Моисей, у него руки уставали. И когда он опускал руки, Амалик побеждал, дьявол побеждал. И тогда там были его помощники, Иисус Навин, там, да, им подложили камень там, и Моисей там с утра до вечера держал руку, и Иисус Навин, он там победил. И тогда Моисей
Давайте прочитаем Исход 17 глава, 15 стих. «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Нисси. Ибо сказал он, руки на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Господь мое знамя означает Господь мое знамя моей победы. Аминь. Если есть какое-то поражение вот в жизни, да, ты прославляй Господа. Господь, Ты Иегова Нисси. Ты Иегова, мое знамя моей победы. Знамя моей победы. Аминь. Прославляй Его. И таким образом, знаете, ты познаешь Господа как тот, кто дает тебе победу. Ты познаешь Бога, вот эту грань Бога, тот, кто дает победу всегда. Аминь. Знаете, Бог интересно так все устроил, чтобы Он не хочет, чтобы мы вот так просто на лавочке сидели и все как бы готово осыпалось. Нет, Он говорит, вставай, давай, прославляй меня как тот, кто дает победу. Аминь. Иегова Нисси. Скажите, Иегова Нисси. Ты знамя моей победы. Я победитель в Тебе. Ты даешь мне победу. Ты Иегова Нисси. Я призываю Тебя. Аллилуйя. Аминь. Давайте дальше пойдем. Судьи 6:24 посмотрим. Судьи 6:24. И там Гидеон, да? «И устроил там Гидеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом». Иегова Шалом. Бог мира. Шалом мир. Господь мой мир. И знаете, позавчера или 3 дня назад у меня случилась там одна, неприятная история. И я начал говорить, Господь, Ты мой шалом, Ты мой мир, Ты мой мир. Я начал призывать Его. Ты мой мир, Ты мой мир, Ты мой мир. И знаете, ДТП там случилось, в общем. И думал, знаете, сейчас обычно, когда ДТП случается, все, начинают люди выходить, чуть ли кулаками там махаться. Ты что там, да. И мне кажется, вот это ДТП было одно из самых спокойных, мне кажется. Почти без единого слова. Мы просто, давай все, минимум слов там было, наверное. Я думаю, это не случайно. Сам Иегова Шалом, он проявился, я думаю, как шалом. Он проявился в моем сердце, было спокойно, да, чуть-чуть душа там трепыхалась, как обычно, да, но внутри такой шалом. И это, думаю, одно из самых таких, наверное, спокойных, хотя, довольно серьезно так стукнулись. Понимаете, наверное, не случайно это, знаете, я анализирую, думаю, это же все не случайно происходит. И Бог знал, что я буду проповедовать на эту тему. И говорит, да, испытай меня. Да. Но я точно говорю, каждый раз, когда ты испытай в своей жизни тоже. Испытай, когда ты призываешь Господа, Его имена. Даже просто, если ты скажешь, Господь Иисус, все. Бог приходит. А когда Бог приходит, дьяволу все уже. Приходится отступать. Аминь. Без Бога мы совершенно беззащитные. Но с Богом мы сильные. Аминь. У нас есть, мощь. Чуть-чуть вперед забегу. Знаете, там Енос был такой. Третий от Адама, третье поколение. Енос. И написано, от него начали призывать имя Господа. И Енос в переводе означает хрупкий, такой слабый. Енос, его имя буквально так означает. И его отец Сиф, по-моему, Сиф был.
И он видел, ну, там убийство Авеля, и там много-много греха размножился. И Сиф, наверное, подумал, ну, жизнь человека очень хрупкая. Вот чуть-чуть там что-то, был человек, и нету человека, как бы, да. И действительно наша жизнь, как бы без Бога, она очень хрупкая. И знаете, без Бога мы очень слабые. Но когда мы начинаем призывать Его, как Енос, третье поколение, начали призывать имя Господа. Это с древних времен идет. Это древнейшая практика. Все мужи Божьи, Авраам, написано, и там он призвал, построил жертвенник и призвал имя Господа. Исаак тоже там призывал имя Господа. И потом я покажу местописание в Новом Завете. Все это полно. Библия полна призыва, что ли. Все святые призывали. Да мы все призывали Господа. Разве не так? В какой-то момент мы сказали: Иисус, приди в мою жизнь, спаси меня, грешника, спаси. Разве не так? И это сработало. Аминь. Разве Бог не пришел? Бог пришел и спас нас. Спас. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. И знаете, много имен, но самое главное имя на букву И. Иисус. Аллилуйя. Давайте посмотрим. Деяния 4 глава, 10 стиха прочитаем. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав, Он есть камень, пренебреженный вами жаждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Аминь. Можно сказать, что имя Иисус, она вбирает все, как бы все имена Господа. Поэтому я чаще всего призываю имя Иисуса Христа. И как только я призываю имя Иисуса Христа, все, победа обеспечена. Аминь. Призывайте имя Иисуса Христа. В первый раз, когда мы призвали имя Иисуса Христа, мы были спасены. Это просто великое чудо произошло. Аминь. Мы родились, новая жизнь появилась в нас. Мы стали новым творением во Христе Иисусе. Но теперь смотрите, мы же от этого больше не перестали же призывать. Я его призываю, часто очень призываю, когда у нас проблемы какие-то возникают. Я говорю: Иисус, Иисус. Знаете, нас постоянно, мы живем в довольно опасном мире. Аминь. Ладно, физически, может быть, ты не так часто происходит, но тебя атакует депрессия, например. Разве не так? Тебя разные мысли атакуют, такие, негативные мысли. Атакуют каждый день, да? Аминь. Со мной брат не поздоровался, и начинается и вот эта бомбардировка дьявольская. Как можно сказать, каждый час нас что-то атакует. И тогда что мы должны делать? Мы должны говорить: Иисус, Иисус, аминь, спаси меня от меня же самого, от моей же плоти, спаси меня. Я такой, плоть моя хочет меня съесть просто. Сам себя хочу, злость какая-то может подняться, да? И ты не можешь себя контролировать. И ты говоришь: Господь, самое лучшее — остановись просто, отойти в сторонку и просто начинай молиться, призывать Господа. Самое здравое, что мы можем сделать. Аминь. Отойти в сторонку и призывать Его: Господь Иисус, приди в мою ситуацию, и Бог придет
Иисус придет, Он явится, Он проявится. Аминь. Нет другого имени под небом, нету других имен. Все. Ни Владимир, ни Александр, никто не спасет. И Иисус спасет, Его имя. Знаете, в этом имени что-то есть, да? Если я буду говорить Вячеслав, там, или там Володя, Володя, как-то даже звучит странно. Но когда говоришь Иисус, все, в этом имени все есть. Все божество, сам Бог. Аминь. Иисус, Иисус. Аллилуйя. Теперь я перейду. Знаете, много на самом деле. Это я чуть-чуть только некоторые имена Господа. Я хочу показать принцип просто. Вы найдите сами в Библии. Я скажу, каждый положительный аспект, там имя Господа есть. Не хватает. Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть огонь поедающий, огонь тот, кто пожирает все негативное, да? Как? Иегова Рафа, Бог целитель мой, да? Эль-Шадай, да? Бог тот, кто, Бог материнской груди, Бог тот, кто кормит меня. Рохи, Бог пастырь мой, Он пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться, да? Все, все, что положительное, это Бог там есть. Аминь. Аминь. Пусть вот это вот, знаете, написано, что Он тот наполняет все во всем. Он хочет наполнить, как, знаете, как сосуд, он наполняется. Аминь. Но сосуд может быть пустым. И все в нашей жизни Бог хочет наполнить, пропитать все. Все. Аминь. Но мы должны содействовать Господу, мы должны сотрудничать с Богом, с Духом Святым. Аминь. Когда я призываю Иисус, что происходит? Приходит Дух Святой. Потому что Дух Святой, Он есть Дух Христов. Аминь. Как, знаете, Высоцкий пел, он говорил, я дышу. Я дышу, мы дышим Духом Святым. Да? И поэтому я люблю. А я люблю, и значит я живу. Аллилуйя. Дышите Духом Святым. Призывайте Его. Аминь. Призывайте Его имена. Дух Святой тот, кто все это производит как в реальность. Без Духа Святого все пусто очень. Все пусто. Все суета. Все суета. Аминь. И давайте вот Бытие 4:26. Призываешь. Знаете, вот это призывание, вот это я хочу делать акцент, что есть не только молитва. Молитва очень важна. И слово важно. Но то, что я думаю, как-то вот, как-то затеряно, затушевано. Вы слышали когда-нибудь о призывании Господа? Как-то маловато. О молитве, да, очень много там, о Слове Божьем, о проповедь там. Но о призывании, хотя это через всю Библию происходит, но немножко она затерялась, затушевалась. И я хочу как бы немножко это возродить, что ли, да? Эту практику. Аминь. Чтобы мы практиковали. Аминь. Давайте посмотрим Бытие 4 глава, 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. И имя Енос означает хрупкий, смертный человек. Аллилуйя. Аллилуйя. Смотрите, с самого начала. И я бы сказал, что почти вот многие мужи Божьи, Авраам, да, Бытие 12:8, я как бы места Писания не стал как бы загромождать. И Исаак, он призывал Господа, Бытие 26:25. Моисей призывал Господа, Второзаконие 4:7. Иов, помните Иова?
тот, кто претерпел очень много, да, тоже призывал, Иов 12:4. Иовис, был такой Иовис, есть молитва Иовиса, он тоже призывал Господа, 1 Царств 4:10. Самсон призывал, Судей 16:28. Самуил призывал, 1 Царств 12:10. Давид призывал, царь Давид, 1 Царств 22:4. Иона, помните Иона? Он внутри кита оказался. И я вот думаю, часто мы, как Иона, какая-то проблема нас поглощает, и мы все уже как бы в этой тьме. Но в этой тьме мы просто начинаем призывать Господа. Аминь. Иона призывал. Иона 1:6. Илия, Елисей. Так, ладно, это Ветхий Завет. Давайте Новый Завет посмотрим. Римлянам 10 главу. Римлянам 10 глава, 12 стих. Здесь нет различия между иудеем и еленом. Ну, то есть язычники. Да? Потому что один Господь, какой? У всех какой? Богатый. Для всех, что дальше? Призывающих Его. Когда ты призываешь Его, для всех, Бог не делит там на какие-то там классы и так далее. Для всех людей. Я думаю, для неверующих тоже. Когда они призывают Господа, Он к ним тоже приходит. Для всех призывающих имя Его. И написано, что Бог богатый. Знаете, когда ты начинаешь призывать имя Господа, ты наполняешься богатством Господа. Наш Бог, Он очень богатый. Библия богатая книга. Это не что-то такое бедная книжка какая-то. Это очень богатая. Это несметные сокровища. Знаете, когда ты призываешь Господа, Бог богатый, ты начинаешь наслаждаться этими богатствами Господа. Аминь. Это преизобильное богатство Христово написано. Аминь. Ты просто обогащаешься. Обогащается твой дух. Аминь. Когда ты начинаешь призывать Его, Он богатый, написано для всех, богатый для всех призывающих Его. Аллилуйя. Нету различия. Посмотрим 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, Бог также призывает нас, да? Как мы Его призываем, Он тоже нас призвал в свое время. И мы отозвались когда-то. Мы призванные. Он призвал, и мы пришли. Да? Призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Во всяком месте. Аминь. Или ты дома там, или ты на улице. В любом месте Он богатый. Когда ты призываешь Его, Он приходит. Аминь. Знаете, когда ты призываешь, ты наслаждаешься вот этим Духом. Аминь. И Дух Святой, Он обогащает тебя. Аминь. Сам Господь начинает просто вселяться, ты начинаешь просто пропитываться Господом. Бог хочет, чтобы мы были пропитаны, освежены, наполнены Богом. Аллилуйя. Аминь. В этом извечный замысел Божий, чтобы, когда мы уже наполнены Богом, мы могли уже просто раздавать вокруг себя Господа, Бога. Аминь. И я часто думаю, знаете, быть в воле Божией, это вот прямо вот в это в определенное время ты должен быть точно там, как-то странно немножко. Потом я думаю, не обязательно там, чтобы ты был в какое-то время в определенной точке. Главное, чтобы ты был
постоянно наполнен Богом, Духом Святым. И тогда Бог тебе, вот где бы ты ни находился, ты уже в воле Божьей. Аминь или аминь? Знаете, даже если ты будешь все точно выполнять, как знаете, по каким-то правилам жить, я должен вот здесь быть, вот здесь. Но если ты пустой, что толку? Ты там будешь. Ты ничего не отдашь. Аминь. Начинай с того, что просто ты наполняйся Господом, призывая Его имя. Аминь. И тогда, где бы ты ни был, ты на работе, или дома, или на миссии где-нибудь, в любом месте, неважно, ты будешь тем каналом, ты будешь каналом Божьим. Ты будешь говорить, и люди будут прислушиваться просто. Аминь. Ты будешь проповедовать Евангелие. Аминь. Бог же призвал, проповедуйте Евангелие. Везде проповедуйте. Да? Не надо особого приказания там ждать. Написано, идите, проповедуйте всему творению, по всему миру, во все сферы идите, в мир культуры, в мир там, туда-сюда, везде. Аминь. Но чтобы проповедовать, ты должен сам быть наполненным Богом. Иначе будет все довольно пусто. Аминь. У тебя не будет смелости тогда. Аминь. Но когда ты наполнен, что-то тебя тянет, что-то ты хочешь просто делиться. Аминь. Знаете, у меня вот желание просто ездить туда. Почему? Это раньше у меня такого не было. Но сейчас есть. Потому что есть что отдавать. Оно хочет отдаваться. Аминь. Слава Господу. Давайте посмотрим Деяния 9:14. Деяния 9:14. И Савл, да, помните Савл? Раньше он же Павел, но раньше он был Савлом, тот, кто гнал церковь. И как он узнавал, что это вот церковь или нет, это верующие или неверующие? Давайте почитаем, да? С 14, давайте 13. Анания отвечал: Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Они как-то там в Римской империи как-то определяли христиан. А как определяли? Они знали, что они призывают имя Иисуса, имя Бога. Аминь. И когда Анания Бог сказал Анании, вот иди то есть Павла. Ага. И Анания, он боялся, потому что этот Павел, он гнал церковь, гнал тех, кто призывает его. И тогда, ладно, он набрался смелости, он послушание Господу пошел, и там он возложил руки, и Павел прозрел. И потом Павел сам начал призывать. Как доказать, что ты истинно обращенный, что ли, да? Ты гнал тех, кто призывал имя Господа, и в доказательство того, что теперь ты свой, не враг, ты должен теперь сам, видать, Господь его говорит, вот теперь ты сам, ты раньше гнал тех, кто призывал его имя, теперь сам ты призови его имя. И Анания сказал, вот ты теперь призови имя Господа. И Павел, он призвал имя Господа, и он был спасен тогда. Аллилуйя. Аминь. Давайте посмотрим 22:16. Тут же Деяния 22:16. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Это вот как раз таки вот она, место Писания. Анания сказал, вот ты гнал призывающих, теперь сам призывай тоже. Встань, омойся кровью Иисуса. Каким образом? Призвав имя Господа Иисуса. Аминь. 1 Коринфянам 1:2. Давайте посмотрим. Церкви Божьи, находящие
находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас. Видите, но в Новом Завете тоже полно мест Писания, там, где верующие, первые христиане, они призывали имя Иисуса. Тимофея 2:2. 2 Тимофея 2:2. Подождите, что-то не то. 2:22. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Призывай Господа от чистого сердца. Аллилуйя. Аминь. И давайте вот последнее место посмотрим. Деяния 2:21. Деяния 2:21. Аллилуйя. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому спасайтесь именем Господа, спасайтесь от века сего развращенного, от себя же самого, от своей же плоти. Спасайтесь от разных, то, что нас постоянно атакует. Спасайтесь, имя Господа, оно сильно. Аминь. В Ветхом Завете многие святые, они призывали. Это была нормальная практика. Аминь. Они делали жертвоприношения и призывали имя Господа. В Новом Завете мы тоже видим, что все верующие, они призывали имя Господа. Постоянно призывали Его. Аминь. Вы тоже постоянно призывайте. Аминь. Спасетесь от многих вещей. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Спасетесь. Аминь.